Так звучит сердце Евразии. Громко, мелодично и на всю республику. Фестиваль искусств в очередной раз проходит в башкирской столице. В рамках 10-го форума регионов России и Беларуси стартовал фестиваль «Сердце Евразии». На этот раз он объединяет культуры двух дружественных стран. По традиции, в течение 3 дней в амфитеатре Игорскола уфимцы и гости города смогут познакомиться с разными музыкальными направлениями. Насладиться музыкой приехали гости с разных уголков России. Марат, расскажи, откуда ты приехал на этот большой фестиваль? Я приехал из республики Коми, из Сыктывкара. То есть это ты из далекого края к нам, да? Да, это север России. Расскажи в целом, как тебе вообще Уфа? Уфа – это очень красивый, красочный, интересный город. Я приехал сюда всего в первый раз, но у меня уже есть огромное желание приехать сюда второй, третий и больше разов. Первый день фестиваля проходит по знакам музыки кино, советского и российского. Хедлайнеры вечера – всем известная певица Лариса Долина и актер популярнейших фильмов Дмитрий Харатьян. Он пообщался с журналистами, и я, конечно же, задал ему вопрос про голос, ведь это инструмент всех телевизионщиков. Интересный вопрос. Я вообще не профессиональный вокалист, я актер театра и кино, и я вообще пою не голосом, если честно, а душой, сердцем, эмоциями, чувствами, настроением. Я вообще не пою, я создаю настроение, поэтому для меня голос, конечно, важен, но какие-то советы такие профессиональные, что ли, ну, надо беречь его, вот и все, чтобы он был. Для этого нужно, наверное, как-то просто следить за собой. Каждый день на сцене будет что-то грандиозное. Главным шоу станет музыкальный проект «Славянский базар», который обычно проходит в Белоруссии. Однако благодаря форуму площадку перенесли в Уфу. Звездами вечера будет известный белорусский коллектив «Песняры» и Таисия Повали. За 3 дня столько звезд побыло в Уфе. Я думаю, каждый житель столицы получил столько эмоций, что на год вперед хватит. Оскар Николаев, Ринат Кашапов специально для «Горы новостей».